Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я рада вас всех приветствовать на интеллектуальной битве «Эрудиты». И принимать сегодня участие будут уже всем известные команды. Это команда «Ингушский ТЮЗ», которая не унывает и постоянно рвется в бой. И неважно, кто будет их соперником. Ну и, соответственно, сборная Хасана Халмурзаева, которая приняла вызов ингушского ТЮЗа. Я рада вас всех приветствовать. Давайте напомним о себе. Ингушский ТЮЗ, вам слово. Всем доброго времени суток. Мы команда «Ингушский ТЮЗ». Представлю своих коллег. Это наш замдиректора по организации зрителя Аслан Хадзиев. Народная артистка Республики Ингушетия Дугурхан Хаутиева. И я, заслуженный артист Республики Ингушетия Азамат Цуроев. Спасибо, Азамат. Добавлю еще от себя, это наш мозг команды, это красота команды. Ну а мне просто приятно с умными и красивыми людьми общаться и рядом находиться. Спасибо, нам всем очень приятно. Сборная Хасана Халмурзаева, мы слушаем вас. Да, ведущий все правильно сказал. Мы сборная Хасана Халмурзаева. Мы так называем команду в честь победы Хасана Халмурзаева на Олимпийских играх в Рио. Также приурочили к 250-летию добровольного вхождения Ингушетии в состав России и 25-летию со дня образования нашей замечательной республики. И в честь Дворца спорта Магаз имени Берда Евлоева. Да. В нашей команде играет Булат Нальгиев. Это Булат Нальгиев. Это да, наш сотрудник, наш друг, да. Отлично, главное запомнить. Это Далия Асканова, новичок в нашей команде. Она сегодня, ну, это усиление, естественно, усиление, да. Потому что соперник сегодня серьезный, мы усилились и надеемся только на ее знания. Меня зовут Амир, и я хочу добавить, что это мозг нашей команды, это спинной мозг нашей команды, а я костный мозг нашей команды. Так что всем удачи. Спасибо. Что ж, я желаю удачи обеим командам, и мы начинаем. Итак, мы начинаем первый тур. В этом туре вы услышите 8 вопросов. На обсуждение каждого вам дается по 20 секунд. За каждый правильный ответ вы получаете по 2 балла. Назовите самое распространенное в мире заразное заболевание. Итак, команда, время истекло. Пожалуйста, Ингушский ТЮЗ, ваш ответ. Ну, Ингушский ТЮЗ считает, что самым заразным заболеванием является грипп. Грипп. Да. А как считаете вы? Мы в конце резко вспомнили, что есть еще и малярия, но перебирали варианты, мы вот прошлись по всем симптомам, то есть насморк, там, простуда, вот это вот все. Думали и актуальную нынче болезнь назвать, но она все равно послабее, чем следующее. И все эти симптомы, они входят в грипп, и мы решили, что пусть это будет просто грипп. Я хочу сказать, что это не грипп. Ой. Насморк, правильный ответ. Кто написал комедию «Тартюф»? Итак, команда, время вышло, пожалуйста. Сборная Хасана Халмурзаева, мы слушаем вас. Все благодаря нашему учителю. Вы знаете, о ком мы. Естественно, Тартюфа написал, Тартюфа написал Мольер. Но, по-моему, Мольер это был его сценический какой-то псевдоним или какой-то такой. Называли его Жан-Батист и что-то там. И что-то там. То ли Ламар, то ли нет. То ли нет. Ну да, какой-то Жан-Батист. То ли нет, это Мольер. точно. Ваш ответ? Мы подумали и решили, что у нас такой же аналогичный ответ — Мольер. Мольер. Да.
Жан-Батист Паклен. Театральный псевдоним Мольер. По 2 балла каждой команде. Внимание! Как звали героиню, которая вышла замуж за огонь в рассказе Саида Чехкиева? Какой рассказал? Как звали? Кого звали? Время команды истекло. Ингушский тюз, вам слово. Наш ответ – Эйзи. Так, как считаете вы? У нас не было ответа, честно говоря, как бы стыдно нам не было признаться в этом. Нам должно быть стыдно. И что мы успели написать, это мое имя дали. Не в то произведение, да? Да, перебежала. Уткнулись. А правильный ответ – Эзи. 2 балла в вашу копилку. Какого ученого звания неожиданно для себя удостоился скромный директор детского сада, он же джентльмен? Фильм смотрели. Итак, команда, пожалуйста, ваши ответы. Сборная Хасана Халмурзаева, Джентльмены удачи, конечно, это был доцент. Вот этот, который который. сыграл. Леонов. Так, как считаете вы? Ну, у нас такая же версия, доцент. И добавить нечего. Доцент – это правильный ответ. По 2 балла каждой команде. Какое грандиозное сооружение, творение рук человеческих, можно разглядеть из космоса невооруженным глазом? Очертания все равно видны. Время команды истекло. Ингушский тюз. Мы слушаем вас. Ну, не знаю, правда это или миф, но мы считаем, что это Великая Китайская стена. Угу. А как считаете вы? Не было у нас много версий, потому что, ну, с самого, наверное, детства, с уроков даже географии нам говорили о том, что Великую Китайскую стену видно из космоса. Правда, недавно выяснили, что это миф, она же узенькая. Угу. Да, она длинная, но узкая получается. Но видно? Но, наверное, видно, как ручеек какой-нибудь, наверное. Ну, видно. Будет. Скорее всего, да. Ну, в верхних слоях атмосферы, если это считать как космос, да, наверное. Великая Китайская стена. Это правильный ответ. По 2 балла каждой команде. Кто автор этих строк? Отговорила роща золотая березовым веселым языком. И журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о чем. Итак, время вышло. Пожалуйста, сборная Хасана Халмурзаева. Мы слушаем вас. В общем, мы долго размышляли. У нас тоже было 2 варианта. Но в итоге мы решили, что очень похоже на стихотворение Есенина. А какой еще вариант был? Пушкин. Угу. Да, Остановились вы да, на на Есенине. А как считаете вы? Ну, мы считаем, что это Тютчев, А версия еще какая была? Пастернак. И Есенин был, и Пушкин был у нас. Остановились на Тютчеве. Зря, потому что правильный ответ Сергей Есенин. Отговорила роща золотая. 2 балла в вашу копилку. Назовите место рождения выдающегося ингушского просветителя
ученого Бекова Тимбота Дардагановича? Итак, команды, пожалуйста, ваши ответы. Ингушский ТЮЗ, вам слово. Мы недолго совещались. Считаем, что это Кантышева. Это юрт. Вы уверены? Ну, предполагаем так. Так, как считаете вы? В общем, мы обратились к географии ингушских тейпов. Мгм. Ну, откуда Бековы? Есть много Бековых в Икажево, есть много Бековых в Верхних Очелках, насколько я понимаю. Мгм. И больше нигде Бековых я не встречал в таком количестве. Живут Бековы в Газюрте, насколько мы знаем, немножко. И Так. так разбросаны по республике. Но в основном своем Бековы считаются из Верхних Очелков, если. Поэтому наш ответ сначала мы хотели сказать Икажево, Мгм. но потом решили, пусть это будут Верхние Очелки, потому что я из Икажева и не помню, чтобы у нас там рождался какой-нибудь ученый. А правильный ответ – Верхние Очелуки. 2 балла в вашу копилку. И последний вопрос этого тура. Премьера какой оперы Глинки окончилась провалом? Так, что мы знаем о Глинке? Ну, тут я вообще опера Глинки. Какие у него оперы были? Больше ничего не слышно. А? Давай сюда. Время команды истекло. Пожалуйста, сборная Хасана Халмурзаева. Мы слушаем ваш ответ. Мы не можем утверждать, но благодаря формату игры мы можем предполагать. Так, И мы предполагаем, что это Руслан и Людмила. а что вас на это натолкнуло? Глинка. Мы больше не знаем никаких его опер. Вот в чем дело. Вот в чем дело. Да. Больше его опер вы не знаете. Возможно, знаем, но вот прямо вот так сразу не вспомним, конечно. Хорошо. Как считаете вы? Ну, мы, если учесть нашу команду, которая борется с нами, они знают только Руслан и Людмила, мы ее тоже знаем, но мы считаем, что это Иван Сусанин. Иван Сусанин. А дело было так. Так. Николай I демонстративно ушел с премьеры, не дослушав оперу до конца. А все потому, что в спектакле он увидел насмешку над собой. В 4-м действии Черномор шествует со свитой под звуки марша, исполняемого духовым военным оркестром на сцене. Всем была известна любовь императора к военным парадам. Дальше. Затем в замке Черномора танцует кавказский танец лезгинку. Под руководством императора Россия вела затяжную и далеко не всегда успешную войну на Кавказе. Вскоре после премьеры театральная дирекция ради экономии, якобы в кавычках, отказалась от военного оркестра на сцене, и это послужило поводом для сокращения марша в последующих постановках. Руслан и Людмила. Правильный ответ. 2 балла в вашу копилку. Итак, подошел к концу первый тур, в котором сборная Хасана Халмурзаева заработала 12 баллов, и ингушский ТЮЗ 8 баллов, но все еще впереди. Итак, мы начинаем второй тур. В этом туре вы услышите 10 вопросов. На обсуждение каждого вам дается по 30 секунд. За каждый правильный ответ вы получаете по 3 балла. 22 года пушкинист Данилов пытался установить девичью фамилию некоей Яковлевой. В итоге выяснилось, что она была Матвеевой. А вы назовите ее имя и отчество. Не Мария, Мария, по-моему, нет, не Мария. Да. Ну, предсказуемо.
время команды истекло. Пожалуйста, ингушский тюз, вам слово. Сначала мы пытались понять, какое отношение к Пушкину имеет эта женщина, Так. Яковлева, она же Матвеева. Вспомнили одну женщину, кто имела непосредственное отношение к Пушкину. Это его няня Арина Родионовна, если не ошибаюсь. Это ваш ответ. Ну, это наш ответ, да. Как считаете вы? У нас такой же ответ Арина Родионовна, также известная как няня Пушкина. Арина Родионовна, правильный ответ. По 3 балла каждой команде. Кому принадлежат эти строки? Деге гаргабухусуна сахамсар нянмуат. Деше гоузалсуна енна быцлубоц галгай муат. Похоже на него, но другие, это кто еще писал? Няна Мухтмила. Все время он... Да. Либо другой. Итак, время истекло. Пожалуйста, команды, ваши ответы. Сборная Хасана Халмурзаева. Вам слово. В общем, мы тоже долго совещались, и мы не уверены в своем ответе, но думаем, что это строки стихотворения Джамалдина Индиева. А какие версии еще были? Гагиев Гирихан. Ага. Джамалдин Да, но все-таки Индиев. мы Ваш остановимся ответ. на Индиеве. Хорошо. Как считаете вы? Ну, мы тоже считаем, что это Джамалдин Индиев, наш ингушский Пушкин. А вы знаете, кто написал стихотворение Лор-Салида? Хамхоев написал Лор-Салиду. Вот он же и написал это стихотворение. Ахмед Это не Хамхоев, самое. правильный ответ. Тюркское слово «алтын» означает «золото». Какую систему гор тюрки назвали золотой? Ну да. Что ты хотел сказать? Интересно. Я думаю, Ведь правильно. все, я только сейчас вот это стало. Просто там золота много было. Не было ни гроша, а вдруг алтын. Итак, команды, пожалуйста, ваши ответы. Ингушский тюз, вам слово. Ну, мы командой посовещались и решили, что созвучие идет с Алтаем. Алтын, Алтай. Так? Да. А как считаете вы? Мне здесь нечего добавить, это Алтай. Алтай – это правильный ответ. По 3 балла каждой команде. Кто в работе использует кетгут? Все знают. Да, это же хороший дед. Работе, кто в работе, использует компьютерщик. Он сразу Я не знаю, что-то, по-моему. Итак, команды, ваши ответы. Сборная Хасана Халмурзаева. Что скажете? Мы просто решили ткнуть пальцем в небо, пусть это будет... Точнее, в небо получается. Стоматолог. А почему? Не знаю, просто вот наитие. Супруга, да? Нет. Стоматолог. Нет. Не рассказывала? На самом деле часть слова catgut, да, у них есть какие-то материалы, которые очень похожи по составу на это слово. Я сейчас их не воспроизведу, потому что, скорее всего, 6 ошибок сделаю в этих словах. Но мне кажется, это стоматологи. Так, а как кажется вам? Ну, а мы также решили ткнуть туда куда-то наверх и решили, что это кожевенники, ну, кожи, которые Так. занимаются. А почему? Ну, не знаю.
Гуд это хорошо, кожа это тоже хорошо. Мгм. Вот А такая кетгут вот. еще лучше, да? Еще лучше, да. Кетгут – натуральный рассасывающийся хирургический шовный материал, изготавливаемый из мышечного слоя кишечника крупного рогатого скота. Кто им пользуется? Хирурги. К сожалению, вы не ответили. Обидно. Назовите столицу Непала. Я прям стихами заговорил. Быстрее. Ты не помнишь, Непал, где находится? Это в Африке находится. Рядом с Индией, Пакистаном. Итак, команды, пожалуйста, ваши ответы. Ингушский тюз. Так вот, ингушский тюз считает Непал столицей Непал. Ах, вот так. Да. А как считаете вы? Смотрите, есть такая замечательная, была вернее, или есть, я уже давно их не слышал, рок-группа, называлась «Крематорий», с замечательным названием Да, была. «Крематорий». И вот у этой группы была песня, которая называлась «Столицей Непала». И там были такие строки. «Мы любили танцевать босиком на битом стекле, умели плавать в соляной кислоте и ходить по тонкому льду в своем родном Катманду». Вот так вот. Катманду – столица Непала. Катманду – это правильный ответ. 3 балла в вашу копилку. Одна дама из Хьюстона принесла на прием к ветеринару своего попугая, который беспрерывно кашлял. Какой совет дал ей доктор? Сквозняк. Сквозняк нельзя. И шуба еще. Вот сквозняк на них действует. В тепле держать, может быть. Тепло, да? В тепле держать. Вот я знаю, мы водили ветеринару попугая, она говорила, ни в коем случае сквозняк. Тепленькая водичка. Теплая вода. Что ж, команда, время истекло. Пожалуйста, сборная Хасана Халмурзаева, ваш ответ. Ну, самое первое, что нам пришло в голову, и в чем мы уверены, он ей посоветовал вылечиться самой. То есть у нее был кашель, она Мгм. болела, и, соответственно, попугай повторял. Ах, вот так. Да. А как считаете вы? Ну, я думаю так, мы думаем, вернее так. У меня был попугайчик, и вот ветеринар нам всегда советовал держать его в тепле. То есть простывать ему нельзя, сквозняков нельзя, то есть на сквозняке попугая нельзя было держать. Поэтому, мне кажется, какое-то тепло в комнате должно было. Еще воду с йодой давать, и все. А, с йодом, да? Да, Вот, да. да. Ага. Ну вот, знаете, ваша версия была ближе к правильной. То есть попугай копировал свою хозяйку. И ветеринар посоветовал ей бросить курить. На каком острове приняли закон, запрещающий вождение собачьей упряжки в нетрезвом виде? Мне кажется, это был это я с упряжкой. Хорошо, какую Да, поэтому отпадает все остальное, потому что Итак, команда, время истекло. Пожалуйста, ингушский тюз, мы слушаем вас. Ну, мы посовещались и решили, что это самый большой остров. Это остров Гренландия. Почему? Ну, собачьи упряжки, это все ближе туда, к северу. Угу. Выводы такие. Да. А как считаете вы? У нас такой же ответ Гренландия, потому что все северное, все, что мы вспомнили, оказалось полуостровом, так или иначе.
полуострова, в общем, мы находили. Мгм. Северный А я просила назвать остров. Соответственно, Гренландия. Гренландия – это правильный ответ. По 3 балла каждой команде. Из какого фильма эти слова? Тебя как? Сразу прикончить или желаешь помучиться? Лучше, конечно, помучиться. Даже если тебя сразу прикончить или еще помучиться, это несовременное. Несовременное. Тебя сразу прикончить, это же должен быть. Итак, команды, ваши ответы. Сборная Хасана Халмурзаева, вам слово. Мы точно уверены, что этот ответ правильный, Потому что мы написали советский фильм. Любой советский фильм. название замечательно. В каком-то из советских оригинально. фильмов это было. Спасибо. Ваш ответ советский фильм, да. Какой не знаем. А ваш ответ? Мы чуть-чуть дополним ответ наших коллег, оппонентов, скажем так. Мы считаем, что это фильм «Свадьба в Малиновке». То есть к советскому фильму вы добавляете Да. «Свадьба В в Малиновке. Малиновке». А правильный ответ – это фильм советский Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Скажите на ингушском языке «стремя». Что не вспомнил от Гура? Подожди, от Гура что он? Нет такого вообще. Итак, команды, пожалуйста, ваши ответы. Ингушский тюз, вам слово. Да, мы долго очень думали, совещались, вспоминали, но, к сожалению, так и не вспомнили. Но точно знаете, что слово ингуш. Да, точно знаем, что слово ингушское. Дерст – это узда. Да. Ваш ответ? Короче, у нас такой же ответ, как у них. То есть его нет у вас. Есть у нас, почему нет? Это что-то связанное с лошадью. Угу. Это стремя. Так. Но на ингушском, да. Как Этого будет? слова Вот вы вы не знаете, знаете. подождите, а вы знаете? Ну теперь да. Ну скажите. Лит – правильный ответ. И последний вопрос этого тура. При Петре Первом они имели форму маленькой ладьи с носом в виде конской головы и всегда составляли неразлучную пару. Использовать их порознь было бы бессмысленно. Назовите их. Неразлучная пара. Ладьи, это шахмат. Это точно неодушевленный предмет. С носом что-то написал. Японский сабожный что? Тогда, может быть, они так были. Время команды истекло. Пожалуйста, сборная Хасана Халмурзаева, ваш ответ. Мы написали слово вот сюда. Но теперь, когда мы начали, да чуть-чуть времени побольше было, потому что сейчас прозвучала фраза. Мы написали обувь. Так, я приняла этот ответ. Да. Но сейчас Булат сказал фразу, что это могла быть какая-нибудь специальная обувь. Обувь Так. для чего-то, да? Ну, для охоты. Да. Мы сразу пошли по этому пути обуви, потому что ну, сейчас тоже делают обувь с какими-то животными, да? Шлепки, тапки, вот это вот все. Но насчет специальной обуви, очень вероятно, это была какая-то обувь для чего-то конкретно. Вот мы не знаем. Все. Не знаете. Ваш ответ? Мы долго думали и решили как-нибудь вот так вот
вычурно ответить и решили, что вот эти, как их называют, сольница и перечница, Соломка, они да? всегда неразлучны. Они должны всегда стоять вместе на столе. В кафе, Еще со столовой. времен Петра Первого, да? Еще со времен Петра Первого. Вот мы решили, что это эти два предмета. А какие они были тогда, это уже вы нам сказали. Хочу сказать, что вы были близки к правильному ответу, потому как обуви это действительно касается. И правильный ответ – коньки. Итак, подошел к концу второй тур, в котором сборная Хасана Халмурзаева заработала 12 баллов, Ингушский ТЮЗ 9 баллов. Общий счет 24-17, но все еще впереди. Итак, мы начинаем третий тур. В этом туре вы услышите 6 вопросов. На обсуждение каждого вам дается по 30 секунд. За каждый правильный ответ вы получаете по баллу. Как полное имя Джерома Джерома? Джерома, Джерома. Джером, что-то французское. Итальянец? Не Китай, кто он? Время команды истекло. Пожалуйста, Ингушский ТЮЗ, мы слушаем вас. Заявляю официально, у нас никакого ответа нет. Эта личность нам не знакома. Не знакомо абсолютно. Как считаете вы? Ну, нам эта личность известна, это писатель. Уже известная Уже личность. писатель. Но почему-то мне не кажется, что он итальянец, Джером. Ага. Да нет, он же не Джеронимо. Но вы спрашивали полное имя Джерома Джерома, а у нас к вам встречный вопрос. Кто Кто это? это? Писатель. Хорошо. Джером, Клапка, Джером. Это правильный ответ. Внимание! Назовите самый подвижный сустав человеческого тела. Давайте, что нас сразу подвижно. Колено, рука. Сустав. Самое подвижное. Да, сустав. Самый подвижный сустав. Какой у нас? Итак, команды, ваши ответы. Сборная Хасана Халмурзаева, вам слово. Ну, было видно, да, потому что мы пытались провести некое исследование, посмотреть, какой сустав самый подвижный. В итоге мы решили, что это плечевой сустав. Плечевой. А как считаете вы? Мы считаем самой подвижной частью тела это бедро. Плечевой сустав – это правильный ответ. Его легче всего и повредить. 1 балл в вашу копейку. Как мы называем столовую гору на ингушском языке? Что ж, команда, время истекло. Пожалуйста, сборная Хасана Халмурзаева, вам слово. 43. 43 восхождения на эту гору. Личный. Ну, пока мой личный рекорд, да. Ага. Хочу дойти до 50 и отстать от этой горы. Нашел 3 родника. Много чего интересного, где можно переночевать. Там даже есть что поесть, от голода не умрешь. Яки! Учитывайте. Мятлам, естественно, Мятлам. Столовая гора. Как считаете вы? Мы поздравляем оппонента Мгм. с этим достижением.
43 восхождения. Надеемся, Личный рекорд. что до 50 доберется. Мгм. Мы присоединяемся к этому ответу. Это тоже ответ мятлом. Мятлом – это правильный ответ. По баллу каждой команде. Какой обычный в быту предмет заменял героям русских сказок и карту, и компас? Как идиот. Да, это разве этот Итак, команды, пожалуйста, ваши ответы. Ингушский тюз, вам слово. Нам кажется, что это клубок. Куда нить покатится, да, вот туда идем. Мгм. А как считаете вы? Ну, у нас такой же ответ. Мы тоже думаем, что это клубок. Мы просто вспомнили все сказки, какие можно было вспомнить, как бросали клубочек, и он доводил. Катился? Да, а вы катился за ним, и... Да. Ну, естественно. Клубок ниток – это правильный ответ. По баллу каждой команде. Внимание! Как называется отрасль медицины, в которой болезнь излечивается методом оперативного вмешательства? Гомеопатия определенно. Какая оперативная мешать? Вылечивается. Вылечивается. Какой еще? Больше же нет ничего. Даже если Методом стоматология. оперативного вмешательства. Время команды истекло. Пожалуйста, сборная Хасана Халмурзаева, ваш ответ. Но мы думаем, что это хирургия. И Амир сказал, если это не так, то он встанет и уйдет. Он точно не уйдет. Ваш ответ. Но у нас аналогичный ответ. Это хирургия. Та область медицины, Область медицины, да. которую использует тот самый Кетгут. Кетгут, о котором мы сегодня Да. уже говорили. По баллу каждой команде. И последний вопрос этого тура. Какой литературный персонаж представлялся сыном лейтенанта Шмидта или сыном турецко-подданного? Ребят, Лейтенант Шмидта, да? Ну, я понимаю. Персонаж. как шведский футболист. Итак, команды, ваши ответы. Ингушский тюз, вам слово. Нам дали слово, и мы уверенно заявляем, что это Остап Бендер. А как считаете вы? Это действительно Остап Ибрагимович Бендер. Остап Бендер – это правильный ответ по баллу каждой команде. И по итогам третьего тура сборная Хасана Халмурзаева зарабатывает 5 баллов, Ингушский тюз 4 балла. Общий счет 29-21. Но все еще впереди. Итак, мы начинаем четвертый тур. В этом туре вы услышите 4 вопроса. На обсуждение каждого вам дается по 1 минуте. За каждый правильный ответ вы получаете по 4 балла. В некоторых странах существует запрет, касающийся внешнего вида жилых зданий. Чтобы обойти этот запрет, в Германии стали выпускать необычные балконные кресла. Правда, садиться на них не рекомендуется. Тяжелое бетонное сиденье придает креслу дополнительный вес, чтобы оно случайно не сдвинулось с
с места. На самом деле это вовсе не кресло. А что? Может быть, Германия. Чтобы одинаково были. Колонна, кресло или какой-то Германия, что кому они там больше. Кто у них там любимый. На него садиться. Сиденье подают дополнительные сидушка бетонная. Это не кресло. И статуя, что это может быть? Может, цветочное что-то. Цветочное что-то, клумба какая-то. Итак, время команды истекло. Пожалуйста, ингушский тюз, мы слушаем вас. Ну, вы знаете, вот дополнительное кресло, сидеть на нем нельзя. Нам кажется, это цветочная клумба. То есть в виде кресла. Да. Ну и, соответственно, красиво. Очень красиво, и все балконы, соответственно, одинаковые. Так как им запрещают на балконах ставить кресла. Мгм. Вот так. Да. А как считаете вы? В общем, у нас нет ответа, потому что нам не хватило еще одной минуты, Которой которую вы нет нам уже. должны, да. Не должна. Мы нарисовали даже кресло, он Булат нарисовал кресло, мы долго думали, что туда можно. Но мы пришли к выводу, что это что-то, что спрятано в этом кресле, да. Вот такой вот у нас ответ. Но ответа у вас нет. Нет, нам кажется, очень зацепились мы за то, что его сдвинуть нежелательно двигать, Мгм. и мы думаем, что от него что-то зависит, вот. Неплохо. Это спутниковая антенна. Устанавливать спутниковые антенны, где захочется, не разрешают, поскольку они уродуют фасады. Вот и приходится ставить антенны, замаскированные под кресло. Вот так. По старому морскому обычаю в штормовую погоду на палубу из трюма выкатывают бочку с солеными огурцами. С какой целью? Выкачивают из трюма. Штормовую, смотрите, когда. А может, чтобы солеными огурцами. А если, смотрите, корабль качается, и эти бочки соленые на ту сторону. Нет, ну там же несколько. Бочки. Одну бочку, тогда от тошноты. От тошноты пишешь, чтобы не закусить. От морской болезни. Одну бочку, смотрите, одну бочку. На палубу из трюма. Что это? Итак, команды, ваши ответы. Сборная Хасана Халмурзаева. Вам слово. Знаете, какая ситуация? Вытаскивали бочку огурцов, соленых огурчиков. И мы считаем, что это от укачивания. Почему? Даже при дорожном путешествии, если человек укачивает, есть версия, что ему надо выпить рассольчику. Мгм. Также рассол полезен и для устаканивания мозга, да, скажем так, назовем это так. Вы озвучивали эту версию, да? Поэтому мы считаем, что они доставали бочку огурцов, и люди ели ее, чтобы не укачивало, и пили рассол. Мгм. Ваш ответ? Мы долго думали, я даже предлагал, что это какое-то подношение с давних времен там, Посейдону, кто там был. Мгм. Нептун.
Но потом предложили такую версию, что действительно, как говорил Амир, укачивает их, тошнит, и чтобы их не тошнило, не укачивало, они наяривали эти огурцы. Вместе с рассолом. Все идет. Голову в бочку сразу и напился, и наелся, и пошел дальше штормовать. И умылся. Действительно, матросы ели их от укачивания. По 4 балла каждой команде. Австралийский суд потребовал от одной фирмы возместить ее сотруднику все расходы по лечению травмы, полученной вследствие необычайно скучной работы. Воспроизведите характер травмы. Идите, может быть, безделье. Скучно. Мне кажется, это безделье или что-то такое. Лень или что. А как он судился? Почему он судился? Ну, фирма выплатила. Итак, команды. Минута истекла. Пожалуйста, сборная Хасана Халмурзаева. Мы слушаем вас. Мы перебирали вначале варианты скучной работы и как можно не получить травму. Например, если у тебя скучная офисная работа, да, можно сидеть за компьютером, держать мышку и получить тоннельный синдром в итоге. Это тоже на самом деле такая вот издержка профессии. Но потом мы подумали, что делает человек, когда ему скучно на работе. Вообще, что мы вообще все делаем, когда нам скучно? Мы зеваем. А иногда можно зевнуть так сильно, что можно челюсть вывихнуть. Скорее всего, этому человеку было так же скучно, и он вывихнул челюсть. Надо было, чтобы его начальник организовал какой-то досуг, сканворды там и такое. Чтобы было повеселее, да? Да. Вот, в общем, характер травмы – это вывих челюсти или что-то в этом духе. Так, а как считаете вы? А мы вот считаем, значит, вот так, что человек, естественно, сидит все время, поэтому ему скучно. А травма, мы считаем, что это грыжа межпозвоночная от того, что слишком долго сидел. Травма. Да, ну он, наверное, сидел за мониторами, следил, видеонаблюдение. Это уже как бы издержки какого-то образа жизни. Но все равно это травма. Вот так. Он так решил потянуться, а там хрясь и все, и грыжа вылезла. Вот так. Ну, примерно. А правильный ответ – вывих челюсти при зевке. 4 балла в вашу копилку. И последний вопрос этого тура. Слово о полку Игореве. Величайший памятник древнерусской литературы. Издается сегодня многотысячными тиражами. Почему в современных изданиях текст, который печатается без сокращений, занимает гораздо больше места, чем в первоначальной рукописи? Давайте послушаем оппонента. Давайте слово о полку. Почему текст сейчас, а надо длиннее? А тогда бы сокращать чисто на русском ставить. Раньше при печати были огромные выпуски. На страницах, чтобы если даже прогрызут, чтобы содержание сохранилось. Это еще один вариант. То есть сейчас печатают.
полку Игоря. Ребята, вы что? Записалось без пробела. Полностью все. Ни одного пробела в слове полку Игоря нет. А что ты сидел? Я слушал, что... Хотя у тебя были очень Нет, погодите, сразу скажу, почему не сюда? По-моему, потому что без пробела писал текст. А сейчас делать пробел. Допустим, написать вот это вот текст, убери вот это вот. Итак, команды, минута истекла. Пожалуйста, ингушский тюз, вам слово. Мы тут посоветовались и подумали, что рукопись переложили в стихотворную форму. Так. И она поэтому стало, да, длиннее. текст стал длиннее, да. Ага, то есть если в столбик выводить все это, да? Да, стало конечно, длиннее, да. Вот так. Да. А как считаете вы? Если вдуматься, ну мы только сейчас к этому пришли. Ладно, филфак, журналистика, старорусский, я знал почему. Но только сейчас мы пришли к тому, что в самом названии же есть ответ на этот вопрос. И? Слово о полку Игореве. Слово, не слова, не предложение, не текст. Слово одно. Весь текст слова о полку Игореве написан без пробелов. Можно сказать, одним словом. То есть все слова писались Без пробелов, да. слитно. А вот слитно, вот это слово вспомнить я не мог, да. Без пробелов, одним словом о полку Игореве. Поэтому место занимали меньше. Меньше, да. Тогда сейчас а они сейчас пишутся? пробелы, запятые, паузы, тире, кавычки. Бред. Эти ваши знаки мешают развитию моей мысли, да? Да. Правильный ответ. В подлиннике все слова писались слитно. 4 балла в вашу копилку. И по итогам 4-го тура, что у нас получается? Сборная Хасана Халмурзаева заработала 12 баллов, ингушский тюз 4 балла. Общий счет 41-25. Все еще впереди. Итак, мы начинаем заключительный 5-й тур, в котором мне понадобится по одному участнику от каждой команды. Отвечать вам придется на 3 вопроса. Кто ответит быстро и правильно, тот и принесет баллы своей команде. В случае же неверного ответа у соперника будет возможность дать свой ответ, но засчитан он будет на 1 балл меньше. Готовы? Проходите. Итак, сколько букв в английском алфавите? Пожалуйста, Аслан готов? 27. Амир, была версия? Есть Озвучь. версия. Вообще в немецком, в английском, даже, по-моему, в арабском, вот в таких языках, которые образовались после латинского, в них во всех по 26 букв. Ответ 26. 26 букв, да. Не согласны вы, значит, с ответом Аслана, да? Я уверен, что там 26. Правильный ответ 26. 2 балла в вашу копилку. Как мы скажем на ингушском языке палатка? Аслан готов, пожалуйста. Чатер. Была версия? Нет. Чатер – это правильный ответ. 3 балла в вашу копилку. Внимание! Как звали девочку, которая в сказке Юрия Алеши «Три толстяка» была очень похожа на механическую куклу? Как ее звали? «Три толстяка». Вспоминайте, как звали эту девочку. Отведенное время, к сожалению, истекло, и мне бы хотелось услышать ваши ответы. Амир, была версия? Я читал «Три толстяка», Так. и там было что-то, имя как похожее на какое-то японское. И очень... почти, но нет. Мгм. Чуть-чуть. Ну, Аслан? короткое японское имя. Аслан. Не было версии. А правильный ответ – Суок. Спасибо за участие. Проходите на свои места. И по итогам 5-го тура, что у нас вышло? Амир своей команде принес 2 балла, Аслан своей команде принес 3 балла. Общий счет 43-28. И
И со счетом 43-28 победу в сегодняшней игре одержала команда сборная Хасана Халмурзаева, с чем я вас и поздравляю. Ингушский ТЮЗ, вы, я знаю, не отчаивайтесь ни при каких обстоятельствах. И вы снова вернетесь и будете показывать новые знания. А сейчас время приятностей. Кафе «Платформ 06», которое находится в Магасе по улице Борова, 3, дарит вам сертификаты и приглашает вас в гости. Там вы сможете насладиться радушным приемом, теплой сказочной атмосферой, вкусной едой, качественным и быстрым обслуживанием. Посетите кафе «Платформ 06» и окунитесь в волшебную атмосферу Гарри Поттера. Кафе «Платформ 06». Все к лучшему. И напоследок мне бы хотелось услышать мнение капитанов команд по сегодняшней игре. Пожалуйста, Азамат, вам слово. Мнение, значит, такое. Скажу всем огромное спасибо за приглашение, за участие в этой игре. Своим коллегам скажу спасибо, оппонентам нашим скажу спасибо. Так получилось, что сегодня мы проиграли. Они за ответы заплатили больше денег, поэтому они сегодня победили. Попросить команду Хасана Халмурзаева дать нам матч-реванш. Это уже у нас привычка. Мы сначала разведку боем делаем, а потом соперников добиваем. Но я еще хочу сказать. Нам сегодня было приятно, потому что это, я смотрел игры, это одна из лучших, если не самая лучшая команда в этой передаче. Ну хорошо, как сказал Эмиль, одна из лучших, самая лучшая не будем говорить. Поэтому я считаю, что мы проиграли заслуженно и достойно. Скажу так. Всем огромное спасибо. Еще спасибо кафе «Платформ 06». Заходим, покупаем еду, едим и довольны уходим. Спасибо, «Платформ 06». Покупать не нужно. Покупать ничего не нужно. Они вас и так ждут. Спасибо. Все, всем спасибо. Амир, вам слово. Спасибо, конечно, за лестные слова про самую сильную. Самой сильной команде мы проиграли. По-моему, дважды, да? Или один раз мы проиграли? Один раз мы проиграли. 451 градус по Фаренгейту. С ними даже тягаться не стоит. ЧГК. В общем... Где, когда? Что хочу сказать. Ну, у нас было много заготовок, когда мы узнали, что будем играть против театра юного зрителя, да, актеров театра юного зрителя. Но мы их приберегли на реванш. В общем, с ним было приятно играть, потому что, да, бывает, приходят команды, и им кровь из носу, они готовы на все, лишь бы победить. Мы любим, когда можно посмеяться. И поэтому спасибо за позитив, очень классная игра. Реванш, я думаю, мы согласны, да, это будет круто. И давайте Бог ждем, когда Лилия, да, назначит нам реванш, мы с удовольствием против вас сыграем. А как я буду рада этой встрече. Спасибо вам еще раз всем. И хочу напомнить всем желающим принять участие в нашей игре присылать свои заявки на электронный адрес erudiты.tv@mail.ru. Я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Оставайтесь на канале Ингушетия и до новых встреч.